Moskow menepis penilaian Barat bahwa Rusia gagal mencapai targetnya sejak melancarkan serangan ke Ukraina Kamis tanggal 24 Februari lalu. Sebaliknya, Rusia menyebut operasi khusus di Rusia berlangsung sukses hingga Kamis 3 Maret. Melalui pernyataan resmi yang dirilis di media terverifikasi, juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia Majen Igor Konasenkov menyebut perkembangan di lapangan sesuai kalkulasi dan rencana. Hari ini, tentara Rusia memborbardir stasiun radio dan TV dan pusat teknologi di Lisaragora, pusat kota Kiev, kata Igor dikutip tribuntimur.com dari media resmi Kemenhan Rusia Kamis malam. Igor menyebut di tempat ini Rusia merancang perang psikologis dengan Rusia. Seperti propaganda. Sebanyak 1.612 fasilitas militer lawan telah dihancurkan, 54 pusat komando, 39 peralatan tempur canggih, 52 stasiun pengintaian, 62 pesawat tempur Ukraina juga dihancurkan. Sebanyak 606 tank serta 405 peralatan khusus militer juga dimusnahkan. Sekali lagi, tiap serangan angkatan bersenjata Rusia dikalkulasi matang dan tidak menargetkan rakyat sipil, kata Igor. Продолжил наступательное войск Луганской Народной Республики при огневой поддержке российских вооруженных сил продолжил наступательные действия и вышел на рубеж Красный Лиман, Приволье, северная окраина Северодонецка. Продвижение составило 4 километра. Подразделения вооруженных сил Донецкой Народной Республики сузили кольцо окружения города Мариуполь, а также взяли под контроль населенные пункты Виноградные, Сартака и Водяное. Вооруженные силы Российской Федерации, продолжая успешные наступательные действия, взяли под контроль населенные пункты Чистополье, Новополтавку, Живневое и выровняли передний край с подразделениями Донецкой Народной Республики. Освобожден от националистических батальонов город Балаклеев. Российской армией принимаются меры по обеспечению безопасности мирного населения Украины. Бородянки, где подразделения украинских националистов размещены вместе с техникой в жилых кварталах, мирные жители могут безопасно покинуть населенный пункт через специально выделенный коридор в направлении Берестянки. Никаких препятствий для выхода мирных жителей в данном направлении российские военнослужащие не оказывают. Вооруженные силы Российской Федерации продолжают наносить удары по объектам военно-промыслового Украины. В результате нанесения удара высокоточным оружием большой дальности выведен из строя резервный технологический радиотелевизионный центр в районе Лысая-Гора, использующийся СБУ для психологических операций против России. Всего за время операции поражено 1612 объектов. Среди них 62 пункта управления узла связи Вооруженных сил Украины, 39 зенитных ракетных комплексов противовоздушной обороны С-300, Бук-М1, ОСА, 52 радиационных станций. Также уничтожено 49 самолетов на земле и 13 самолетов в воздухе, 606 танков и других боевых бронированных машин, 67 реактивных систем залпового огня, 227 орудий полевой артиллерии и минометов, 405 единиц специальной военной автомобильной техники, а также 53 беспилотных летательных аппаратов.